Пятый день подряд главные новости дня – это новости из Грозного. Сегодня, наконец, в федеральном командовании заговорили о решительном переломе, который вот-вот наступит. Но час этот еще не пришел, хотя активность боевиков, как считают военные, значительно снизилась. Видимо, сепаратисты свою задачу выполнили и теперь под покровом наступающей ночи готовятся уйти. До сих пор им это обычно удавалось. Подробно о сегодняшних новостях из Чечни Александр Хабаров. Боевые действия в Грозном идут пятые сутки, и сегодня военные заговорили о намечающемся переломе в их пользу. По информации, полученной от источников командования объединенной группировки, подразделениям внутренних войск к середине дня удалось разблокировать комплекс правительных зданий, очистить Старопромысловский район, окружить часть боевиков на площади Минутка и оттеснить их от железнодорожного вокзала. Но в это же время в штабе сепаратистов утверждали, что центр города по-прежнему под их контролем. И по словам одного из военных, освободить город от боевиков в ближайшие сутки вряд ли удастся. Мы отсюда не собираемся уходить и не думаем, что мы отсюда выйдем. Это наша земля. Мы будем до конца своих дней, пока у нас еще бьется сердце, биться с этими оккупантами. Ночью и днем по центру города и другим районам безостановочно наносит удары авиация. По данным федерального командования, за минувшие сутки было совершено 90 боевых вылетов. Из-за низкой облачности использовались в основном вертолеты. Разведка сообщила, что боевики планируют перебросить в город несколько зенитно-ракетных комплексов «Стингер». В свою очередь сепаратисты утверждают, что в операции против них задействовано до 500 единиц бронетехники. Боевики говорят, что захватили 3 танка Т-72 и выставили их на пути передвижения федеральных колонн. По сведениям агентства РИА Новости, федеральная группировка в боях за Грозный потеряла 4 танка Т-72, 14 боевых машин пехоты, 17 бронетранспортеров. Данные о потерях на 17:35 по московскому времени сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в штабе объединенной группировки. За 5 суток в Грозном погибло 120 военнослужащих, свыше 400 получили ранения. Еще около 50 числятся пропавшими без вести. Боевики заявляют, что по приказу начальника штаба сепаратистов Аслана Масхадова они расстреливают только тех военнослужащих, которые находятся в Чечне по контракту. Кто сдается, мы их в плен не берем. Кабельное оружие свое берут, остальное оружие стрелковое слаживают и уходят. Однако, по информации МВД, в одном из районов Грозного обнаружены 7 отрезанных голов российских военнослужащих. По-прежнему не решен вопрос о коридоре для беженцев. Тысячи людей не выходят из подвалов уже несколько дней. Лишь немногим удается на свой страх и риск покинуть город. С одной из таких семей выходила из города съемочная группа немецкой телекомпании АРД. Люди с оружием, которые воюют, с обеих сторон воюют. Но до нас дела никому нет. Про наших детей никто не думает. Сегодня где мы готовить будем, где мы кушать будем? Уже устали сказать. Люди больные уже. Это нервный шок у людей всех. Неделю мы не выдержим. Если завтра, послезавтра нам в коридор, мы не знаем, что с нами будет. Не исключено, что следующим местом трагедии станет второй по величине город Чечни Гудермес. По данным военных, боевики под командованием полевого командира Салмана Радуева закрепляются на южной окраине Гудермеса. Возможно, их поддержат группы братьев Басаевых и Султана Гелисханова, которые, согласно радиоперехвату военных, сейчас отрабатывают пути выхода из Грозного. Александр Хабаров, телекомпания НТВ. Совета безопасности России помощник президента по национальной безопасности Александр Лебедь сегодня получил еще одну должность – полномочного представителя президента в Чеченской Республике. Предшественник Лебедя на этом посту Олег Лобов снят. Никакой более подробной информации по поводу этих перестановок нет, но всем очевидно, что они напрямую связаны с трагедией последних нескольких дней. На первый взгляд кажется, что назначение Лебедя полпредом в Чечне может реально повлиять на обстановку. Ведь бывший командарм известен как человек, не раз обещавший решить чеченскую проблему. Однако при более детальном рассмотрении вопроса складывается другое мнение, диаметрально противоположное. В ближайшее время вряд ли что-то изменится в Чечне. Между тем, противником того варианта решения северокавказской задачи, который применил Кремль, Лебедь был с самого начала. Собрали стадо и бросили. С одной стороны воюют взрослые, рассвирепевшие, осатаневшие мужики. А с другой стороны, извините, сопляки. Так вот там не может быть победы. О необходимости политического урегулирования в Чечне Лебедь не переставал говорить вплоть до президентских выборов. Хотя уже непосредственно перед ними кандидат в президенты решил, что устанавливать мир в республике нужно методом комбинирования переговоров и силовых действий. Наконец, когда бывший командарм оказался секретарем Совета Безопасности, многие были вправе ожидать от него резких действий в отношении Чечни.
На это он постоянно намекал и сам. Однако время шло, а конкретных мер никто, в том числе и Лебедь, не предпринимал. Уже есть наметки к разрешению этой проблемы, но в целостную картину они пока не сложились. Когда сложится, тогда будет визит. Вряд ли. Если бы у секретаря Совета Безопасности были действительно серьезные, как он сказал, наметки, он стал бы ждать снятия Лобова и назначения себя на его место. Правда, теперь, по крайней мере, можно с большим оптимизмом ждать появления Лебедя в Чечне. Впрочем, гарантировать этого никто не может. Многие отмечают разительный контраст между двумя Лебедями, тем старым, довыборным, и новым, совмещающим три ключевые в настоящее время должности. Лебедь изменился. Люди, которые голосовали за него, веря в то, что он прекратит войну в Чечне, остались теми же. Сергей Гапонов, НТВ. Вероятно, это не последняя кадровая перестановка на чеченском политическом фронте. Президент уже выразил недовольство несогласованными действиями силовых ведомств и дал понять, что настроен очень решительно по отношению к виновникам того, что произошло в Грозном. Среди тех, кто отвечает за реализацию политики Москвы в Чечне, глава МВД. Недосягаемый в последнее время для прессы министр внутренних дел России Анатолий Куликов сегодня утром после встречи с президентом Азербайджана Алиевым ответил на вопросы НТВ, в том числе и по ситуации в Грозном. Подошедшие дополнительные силы приступили. Вчера деблокированы несколько контрольно-пропускных пунктов, тыловой пункт управления координационного центра, но центральная часть еще не деблокирована. Надеемся, что это произойдет сегодня. Точных цифр нет. В пределах 60 человек на сегодняшний день потери внутренних войск и органов внутренних дел. И около 230 человек раненых. Сегодня Россия приспустила флаги. Страна официально скорбит о погибших в войне, которая официально так и не была объявлена. Между тем, это война и война гражданская. Та, которую обычно называют братоубийственной. За 1,5 года мы согласились с тем, что чечены нам не братья. Мы для них оккупанты, они для нас бандиты. Так по ком должен был бы сегодня звонить колокол? Страна скорбит по погибшим, число которых ей неведомо. То ли 55, то ли 75 тысяч россиян сгинули в Чечне. Такой лавины трупов оказалось достаточно, чтобы о японском городе Нагасаки помнили и 50 лет спустя. О чеченском городе Грозный мы хотели бы забыть уже сегодня. Присягая на верность России, мы клянемся Конституции, забывая, что несколько строчек в ней оплачены чеченской кровью. В дни траура принято помолчать хотя бы минуту. Мы молчим 2-й год, и 2-й год ничего не слышим. Владимир Усканов, телекомпания НТВ.